В эфире информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Эта неделя, как, впрочем, и предыдущая, оказалась достаточно насыщенной событиями разного рода и значения. По-прежнему находится в центре внимания всего нашего общества проблема сдерживания коронавируса и связанные с этим ограничения. Все еще действует запрет на туристическую деятельность и бронирование мест размещения в Абхазии. Сохраняется и такая мера, как запрет на пересечение абхазо-российской государственной границы, за исключением некоторых категорий граждан. Насколько необходимо продолжать соблюдение этих мер, о чем говорит эпидобстановка в соседних странах, мы обсудим позже с нашим гостем в студии, а сейчас напомним о других важных событиях недели. Ирина Ажба с обзором новостей. Рабочая неделя началась с кадровых назначений. В понедельник указом главы государства Аслана Бжания Анри Барцыц был назначен министром юстиции республики. Анри Барцыц – кандидат юридических наук, автор более 20 научных статей, соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров. Во вторник, 7 июля, новый министр юстиции был представлен коллективу ведомства. На полигоне Цабал боевыми стрельбами завершились совместные учения военнослужащих Министерства обороны и 7-й российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, во взаимодействии с МЧС и СГБ республики. В ходе учений в горных условиях военные отработали действия под прикрытием армейской авиации. Учения прошли на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии. В маневрах приняли участие более 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники. В завершающем этапе учений, боевых стрельбах на полигоне Цабал, принял участие верховный главнокомандующий вооруженными силами президент Абхазии Аслан Бжания. Глава государства высоко оценил подготовку военнослужащих и уровень проведения учений. Учения прошли на высоком организационном уровне. Были отработаны вопросы взаимодействия родов войск. А я удовлетворен тем, что здесь увидел. В республике продолжаются работы по лечению растений от американской белой бабочки. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопу ознакомился с ходом работ по обработке растений от опасного насекомого-вредителя в селах Гудаутского района. Профилактика заболеваний и лечение уже зараженных культур ведется в районе в рамках совместной работы Минсельхоза и местной администрации с 26 июня. В частности, работы ведутся в 11 селах, наиболее пострадавших от насекомого-вредителя. В каждом районе у нас есть машино-тракторные станции. В Ачимчирах и в Гудаутах по 4 бригады, то есть по 4 бака, которым пользуются. А в остальных по 2, где-то 1, где менее представлены они. И поэтому общим усилием практически 20 бригад, 20 единиц техники с баками сегодня работают по всей Абхазии. В Центральной избирательной комиссии утвердили итоговые протоколы окружных и участковых комиссий по повторным выборам депутатов Народного собрания парламента Абхазии, которые пройдут в республике 12 июля. Решением ЦИК в бюллетене напротив фамилии кандидата можно ставить любой знак. Поэтому в протокол, где ранее содержалась графа «против всех», тоже внесена поправка. В связи с тем, что сейчас в нашем бюллетене напротив фамилии кандидата ставим любой, в поле для голосования ставится любой знак, это галочка, это плюс. Поэтому протокол, в котором ранее содержалась графа «против всех», сейчас внесли поправочку, то есть убрали эту графу, потому что ее не должно быть. Кроме того, у нас были ряд других вопросов, технического характера. В общем, я должен вам сказать, что Центральная избирательная комиссия работает в соответствии с утвержденным планом, графиком работы, вы знаете, комиссии. И на сегодняшний день все виды подготовительных мероприятий нами проведены. Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию журналистов в качестве ассоциированного члена. Об этом 10 июля сообщил на пресс-конференции председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Вступление в Международную журналистскую организацию дает возможности для освоения новых площадок, выстраивания отношений с зарубежными коллегами, развития профессиональных навыков. Союз журналистов Абхазии заинтересован в развитии разных журналистских организаций в стране, а также готов с ними активно сотрудничать. Руслан Хашик не исключает и возможности создания профсоюза журналистов. Сегодня Союз объединяет 168 человек.
67 историй, собранных в одном издании. В мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия» была презентована книга журналистки Саиды Жиба «Лучи солнца» о судьбах потомков абхазских махаджиров, проживающих в Турции. Книга представляет собой сборник биографических и исторических данных об известных людях, представителях абхазо-бадинской диаспоры. В издание вошли истории политиков, режиссеров, бизнесменов, банкиров, профессоров. Значительная часть книги посвящена ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Самой молодой героине всего 25 лет, а самому старшему больше 100. Книга издана на 3 языках – абхазском, русском и турецком. Это были основные события недели с Ириной Аршба. Мы продолжаем нашу программу. Одна из главных мер предосторожности, введенных в стране, чтобы предотвратить распространение в республике смертельно опасной инфекции – закрытие абхазо-российской государственной границы. Наши граждане с пониманием отнеслись к такому решению и даже настаивали на нем, судя по высказываниям в социальных сетях. Со временем экономический кризис, вызванный пандемией и ситуацией с закрытием границ, усугублялся. Обострились социально-экономические проблемы, испытывает кризис банковская система, люди, занятые в туристической сфере, несут финансовые потери. И сейчас все находятся в ожидании, будет ли открыта граница, насколько велик риск эпидемии COVID-19 в республике в случае открытия абхазо-российской границы, как долго можно контролировать заболевание. Эти и другие вопросы мы обсудим с гостем в студии, членом оперативного штаба по защите населения от коронавируса, заместителем министра здравоохранения Абхазии Алхасом Канджария. Здравствуйте, Алхас Зурабович. Здравствуйте. Многие очень ратуют за открытие государственной границы с Россией, с тем, чтобы можно было выезжать, какие-то свои дела делать, ну или даже просто на отдых. Как вы считаете, насколько целесообразно все-таки открытие границ в той ситуации, которая сейчас есть, и как бы вы вообще эту ситуацию охарактеризовали с учетом того, что происходит в соседних странах и республиках? Ну, наверное, надо начать со следующего. То, что тот самый вопрос, о котором вы меня сейчас спрашиваете, это наболевший вопрос. Он возникает наиболее часто в обществе, и не только в медицинском сообществе, но и вообще в целом в республике у нас сегодня. Все мы видим, что ситуация у нас, по крайней мере, изолирована, у нас она более-менее благоприятная. Наверняка вы знаете, да, то, что в Гудаутской ЦРБ у нас осталось минимальное количество больных, это 2 пациента, которые ожидают, и в ближайшее время, вероятнее всего, их отпустят домой после лечения, само собой. Вот. Все мы с вами ходим сегодня и в кафе, и в рестораны, и, то есть все у нас, общественные места у нас работают. Все это благодаря отчасти тому, что граница была с периода начала кампании COVID-19, да, в период начала пандемии закрыта, и минимальное количество народу пересекало эту границу. Да, несомненно, были отдельные случаи, когда на примере вот тех же курсантов, которые приезжали с Москвы, с Московской области, которые учатся в вузах, приезжали, и после тестирования мы у них обнаруживали коронавирус и размещали, соответственно, сначала в Айтаре, после обнаружения уже не ехали в госпиталь. Вот. И все это благодаря тому, что, то есть они были изолированы, благодаря тому, что, как я уже ранее сказал, отчасти того, что граница была закрыта. Сейчас мы наблюдаем с вами следующую картину, то, что карантинные меры в ряде больших городов были сняты, частично, да, или послаблены. Это Москва, Московская область, говорим мы о ней. Почему? Потому что наиболее свирепо пандемия атаковала именно большие города, потому что густонаселенные они. Ну и, соответственно, все те люди, которым хочется поехать на отдых, они поехали, соответственно, на побережье Краснодарского края, то есть Черноморское побережье, отдыхать в летний сезон, как обычно это и происходит. Говоря о статистике сейчас, на данный момент, наверняка вы знаете, да, и ни для кого это не секрет, что статистика немножко такая, не скажу, что благоприятная. Больные есть, количество их растет. Это все по Краснодарскому краю. У нас есть примеры в той же Адыгее, да, в том же Дагестане. То есть весь Северный Кавказ, по сути, горит. Не скажу, что это зашкаливающие цифры больных. Нет, конечно же нет. Но эти больные, они есть. Их порядка 2, 3, 4 тысяч в разных городах по-разному. То есть это общее количество инфицированных. Я не выделяю среди общего количества там какая-то часть тяжелых или не тяжелых пациентов.
Поэтому открытие границы вопрос, который волнует сегодня не только нас с вами, а абсолютно всех, и принимать его наше правительство будет только опираясь на эпидобстановку, соответственно, за пределами республики, то есть опять же на Краснодарский край. Я вот хотела добавить немножко статистики. Буквально в пятницу была информация в СМИ о том, что больше 6 тысяч человек заболело коронавирусом, зафиксировали вот эти новые случаи в России. И ВОЗ даже сказала о том, что, возможно, в России стоит вновь вводить некоторые ограничения, которые были отменены. Ну, я скажу следующее на это. То есть, если мы говорим о цифрах 6 тысяч, то для ясности скажу следующее, что в Краснодарском крае, я беру только Краснодарский край, за весь период инфицированных больных 6500 с лишним человек. Это Краснодарский край. То есть я не беру Они отдельные... говорили о новых случаях. Да, именно. новые случаи, несомненно, есть. Несомненно, и ВОЗ говорят о том, что вот грядет вторая волна и так далее. То есть и это тоже имеет место быть. Но вы же понимаете, что в условиях тех, которые мы уже с теми, с которыми мы столкнулись с условиями, да, даже на примере нас, людям очень сложно находиться там в самоизоляции или там, то есть вот многие, я к чему веду, к тому, что многие из наших граждан по сей день не верят, к сожалению, это так, и отрицать этого нет смысла, не верят, что вообще болезнь существует. Вот, это на самом деле немножко печально. Почему? Потому что я лично видел категорию этих больных. Помимо этого, очень много у меня знакомых, моих коллег, медиков, которые работают в больших городах, таких как Москва, Питер. И многие из них переболели, семьи у них переболели, и детишки переболели, очень тяжело переносили. То есть болезнь на самом деле есть. Говоря о цифрах, ну, возможно, как бытует в обществе мнение о том, что кому-то это интересно, раздувать какие-то там цифры и так далее. Может быть, такое имеет место быть. Но, по крайней мере, для нас, для маленькой республики, ну, нам просто это никакого смысла нету. Более того, мы огромные затраты несем, как вы понимаете. И трудности, связанные не только с оказанием медицинской помощи, а трудности начинают всплывать везде. То есть это экономический вопрос, ряд других вопросов. То есть все это не просто так. И нам, конечно же, тяжело, потому что сейчас мы находимся, по сути, как в обсервации. И ничего сделать не можем по той простой причине, потому что граница закрыта. Но на самом деле одна из моих спикеров, которая вот сидела на вашем месте, рассказывала о том, что сейчас мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в Сочи и Краснодарском крае, потому что это будет некой такой лакмусовой бумажкой, по которой мы можем судить об опасностях, о том, стоит ли приглашать уже туристов, нет ли такой явной угрозы, серьезной достаточно, с которой мы не могли бы справиться. И вот я как понимаю, что вот этот наплыв людей все-таки повысил накалил эпидобстановку в регионе. Да, невозможно не согласиться. Дело в том, что, опять же, оговариваясь, хочу отметить следующее, что граница откроется только в том случае, как только эпидобстановка в ближайших городах, а именно Сочи и Краснодарского края, будет наиболее благоприятной. То есть, когда мы будем понимать, что какие-то пиковые значения у них достигнуты, что вновь выявленных больных минимальное количество, и рост самого заболевания более или менее устаканился и не растет. То есть только в этом случае наше правительство примет соответствующее распоряжение для открытия границы. Но опять же, границу закрываем не только мы. У нас есть своя граница, есть российская граница. То есть все эти действия будут приниматься зеркально. То есть абсолютно зеркально, совместно с российской стороной. Вот, опираясь на данные ВОЗ, которые дают, опираясь на Роспотребнадзор, соответственно, по российской, я имею в виду по России в целом. Мы будем смотреть на статистику, и только в этом случае будут приниматься те или иные решения. Если вдруг будут открыты границы, начнутся учащаться случаи заболеваний, каковы возможности в нашей республике противостоять этой инфекции и как-то оказывать просто элементарно людям помощь, и в случае, если вот болезнь будет протекать в острой форме? Ведь все зависит всего лишь навсего от того, в каких количествах, да, то есть это все будет происходить.
И для нас, как для медицинских работников в первую очередь, самое важное, чтобы это было не 1500 человек, грубо говоря, да, то есть те больные, которые будут появляться, чтобы они были дозированы. То есть что я имею в виду? Если одномоментно поступит порядка 500 человек, от средней до тяжелой степени, помочь такой категории гражданам будет очень тяжело. Поэтому то есть мы ввели изоляцию для чего? Для того, чтобы, если инфекция придет, чтобы она минимально распространялась по республике. Минимально. Тем самым у нас будет некий промежуток времени, то есть мы выиграем его, этот промежуток времени, и сможем оказать помощь. То есть, чтобы не было аврала, чтобы мы не захлебнулись, как медики, как медицинская служба, чтобы в целом не захлебнулась. Хотя, несмотря на то, что у нас есть Гудаутская ЦРБ, да, в полном объеме она задействована, и при необходимости будут развернуты дополнительные койки. Но наблюдая ситуацию в ряде других городов, мы понимаем, да и все, наверное, понимают, что если не дай бог такое произойдет, то есть не резервные вот эти вот койки, которые мы сможем развернуть, не основной госпиталь, просто не справится. И мы будем вынуждены все медицинские учреждения на территории республики переквалифицировать под ковид-больницу. То есть это немножко сложно, и ряд сложностей все-таки возникают. Ну, смотрите, может быть немножечко циничный вопрос, но напрашивается. Да, понятно, что люди могут заболеть, не дай бог, могут быть потери, но в то же время сейчас людям приходится уже сложно. То есть банковская система испытывает трудности, экономика испытывает трудности, многие люди сидят просто без средств. И вот что в этой ситуации, как найти золотую середину, чтобы не подвергать жизни угрозам, но в то же время как-то вытащить людей, чтобы они тоже чувствовали себя лучше в этой ситуации, потому что как долго может она продлиться, неизвестно. Вы знаете, задавая мне такой вопрос, я наверное, у меня немножко другие полномочия, и помимо этого я хочу сказать, что я всего лишь навсего медицинский работник. То есть я в первую очередь медик, а все остальное потом. Для меня важнее всего человеческое здоровье, здоровье людей, которые нас окружают, здоровье наших детей, наших старших. То есть, поэтому, что бы вы сейчас ни говорили, и кто бы что вокруг ни говорил, для меня, как для медика, в основе всего лежит здоровье. Почему? Потому что мы знаем, что от мала до велика будешь, если болен, то ничего не получится, ты ничего не добьешься, не сможешь адекватно работать, зарабатывать, прокормить свою семью и так далее, и так далее. То есть, поэтому лично для меня, сугубо моя точка зрения, да, я понимаю, что, несомненно, определенные категории граждан сегодня очень тяжело. Да, мы это видим, мы видим, что есть и сложности в той же самой банковской структуре, как вы сказали, да, но тем не менее, мне кажется, что вот сейчас нам необходимо всем вместе объединиться, стиснув зубы, немножко потерпеть и посмотреть на ряд ближайших городов, что будет происходить именно на эпидобстановку, что будет происходить у них. При всем при этом, как вы знаете, наше правительство делает все возможное для того, чтобы как-то улучшить ситуацию как и внутри, да, и так и с открытием границы, о которой мы с вами говорим. Поэтому я думаю, что все будет хорошо при любых обстоятельствах, даже если будут приняты какие-то конкретные меры по открытию или не открытию границы, эти решения будут крайне взвешены, и помимо этого будут с учетом эпидобстановки, соответственно, не только у нас, но и в ряде городов, которые вблизи нас находятся. То есть это Краснодарский край в первую очередь. Благодарю, что вы пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Спасибо за интервью. Всего доброго. Своим мнением о том, насколько важно сохранять ограничения на абхазо-российской границе, поделился член оперативного штаба по защите населения от коронавируса, заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхаз Канджария. И в продолжение нашей темы информация от Минздрава Абхазии. За счет средств движения «Мы вместе» и московской абхазской диаспоры ведомство осуществило поставку медицинского оборудования в Гудаутскую ЦРБ. Это автоматический биохимический анализатор и реактивы на сумму 1 500
576 699 рублей. Анализатор позволит существенно расширить спектр лабораторных исследований, прежде всего за счет важных для тактики лечения COVID-19 параметров, таких как ферритин, количественный С-реактивный белок и других. Установят оборудование в ЦРБ Гудауты уже в начале предстоящей недели, а персонал, который будет на нем работать, пройдет краткий обучающий курс. Продолжаем программу. Несмотря на закрытую границу, бесспорно нужно быть готовыми к приему гостей. Пока же нет туристов, места отдыха, достопримечательности страны и все пляжи предоставлены местным жителям. Как сегодня выглядит наш берег? Радует ли глаз картина, которую видят люди, приходя на море? Кто отвечает за порядок и благоустройство на пляжных территориях? Об этом в репортаже «Эсма Голландия». Несмотря на отсутствие туристов, на столичных пляжах немало купающихся. Спасаясь от жары, все от мала до велика спешат к прохладной воде. Однако можем ли мы без преувеличения назвать наши пляжи чистыми, комфортными и безопасными? На первый взгляд на сухумских пляжах достаточно чисто. Однако при внимательном осмотре на берегу можно наткнуться на кое-какой мусор, особенно в тех местах, где в море втекают реки. Состоянием столичных пляжей довольны не все горожане. По их словам, им не всегда хватает благоустроенности и условий для отдыха. Кроме того, к вечеру здесь часто скапливаются бытовые отходы. Тут бывает грязь, да, и иногда просто забивают на это. Есть также Синоп. Синоп тоже грязный, но за ним более-менее ухаживают. Моку пляж, он как бы тоже ухаживают. Есть Локомотив, за которым там очень много мусора, и за ним не ухаживают. Но Мока чище, чем на Эльбрусе. Здесь обычно грязно и обычно везде валяется мусор. Мне кажется, все-таки люди оставляют, им просто трудно за собой убирать. Обычно после себя они просто оставляют и уходят. А ты сам убираешь мусор за собой? Да, убирай, но я не мусорю. Бывало, что ты пришел искупаться, там мусор, какие-то бутылки валяются. В принципе, один раз так было. Конечно, многие горожане проявляют сознательность и убирают за собой перед тем, как покинуть пляж. Однако есть и другая категория людей. Те, кто не стесняется оставлять после отдыха окурки, бутылки и остатки еды. А излюбленные морские пикники на фоне заката часто заканчиваются горой использованных пластиковых упаковок и пищевых отходов. Конечно, выброшенные объедки могут подобрать птицы. Однако такое угощение в полиэтиленовом пакете может стоить им жизни. Остатки еды – это еще самое безобидное. Некоторые люди забывают убрать за собой пакеты или стеклянные бутылки. А ведь в этом месте будет играть ребенок. Почему же такое явление имеет место в нашем райском уголке? В чем причина? В безответственности, экологической неграмотности или банальном наплевательстве? Есть такая проблема, но это от человека зависит. И от воспитания, от культуры человека. Иначе каждый должен убирать за собой, естественно. Скажите, это проблема вот молодежи больше, это молодежь у нас такая, или люди старшего поколения тоже мусор? Старшего поколения тоже, слава богу, они показывают. Они должны подсказать молодежи. Нельзя все сваливать на молодежь. В данный момент наше государство, что мы рады, начали делать уборку пляжей, поставили специальные буйки, подготавливаются к сезону купальному. За это мы очень им благодарны. Просто что хочу сказать каждому из жителей нашей страны, чтобы каждый следил просто сам за собой. Не будет чистой страны, чистого порядка, если каждый не будет следить за своим порядком. Ежегодно перед началом курортного сезона городские коммунальные службы проводят работы по очистке прибрежной территории. В этом году подготовка началась позже. На днях водолазы МЧС Абхазии осмотрели морское дно в Сухуми, очистив его от опасных предметов. Сейчас вдоль набережной от Маякского поворота до ресторана «Дэм» устанавливаются морские буйки. Проводится уборка, и сейчас службы, нельзя сказать, что по какому-то графику они работают ежедневно, то есть там, где есть такие достаточно сложные места, там они работают усиленно, а все остальное идет в рабочем порядке. В настоящее время, вот сейчас даже у нас постоянно происходит селекторное совещание со службами, и вот сейчас работает техника на Маяцком пляже, то есть по уборке крупного мусора и кряжей. Кстати, вот работа по буям, это впервые, наверное, за последние огромное количество лет за счет администрации города. В общем, мы заказали, оплатили эти буи и установили. И сейчас, заказаны таблички информативные, там, где у нас выходят ливневые каналы,
идущие в море, плюс таблички будут установлены в тех местах, где купаться как бы запрещено. Сильной загрязненности пляжей в этом году нет. Основные проблемы связаны с наносом веток и мусора из-за погодных условий. Однако человеческий фактор, безусловно, исключать нельзя. Все живем в своем городе, и это является как бы нашим домом. Хотелось бы, чтобы все со своей долей ответственности относились к нему именно вот так, как к своему родному дому. То есть, если, допустим, мы не будем целенаправленно загрязнять ту же самую пляжную территорию, ту же самую прибрежную зону, я думаю, что и коммунальные службы тоже в своем рабочем порядке без дополнительной нагрузки смогут совершенно спокойно справиться со всей этой ситуацией. Что мы можем сделать для того, чтобы купаться в прозрачном море и отдыхать в комфортных условиях? Как минимум следить за чистотой там, где живем, приучать к этому своих детей и близких. Ведь говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян для событий недели. 1 июля были сняты ограничения на работу детских дошкольных учреждений. Уже 6 июля все дошкольно-образовательные учреждения Абхазии возобновили свою деятельность. В каком режиме работают детские сады и как ведется прием детей? В репортаже Алики Трапщ. Почти 4 месяца работа детских дошкольных образовательных учреждений была приостановлена. И вот после долгой разлуки малыши спешат в детсады к своим друзьям и воспитателям. Маленькая Ева Ягелу отмечает, что сильно скучала по воспитателям и играм с друзьями. Я скучала по друзьям, по садику, по воспитателю. Мне нравится, как мы здесь играем. Мы играем в картошку, еще мы играем в догонялки. В столичном детском саду «Аляс» следуют предписанным правилам приема детей. Воспитанников встречают у входа, измеряют им температуру тела. Родители на территории дошкольного учреждения не пропускают. В случае каких-либо признаков простуды у детей их отправляют домой. Сегодня все пришедшие малыши были здоровы. Я скучала по моему садику. Мы здесь играем, танцуем, поем и ходим на физкультуру. Всего в «Алясе» 174 воспитанника. Практически в каждой группе от 30 до 40 детей. Однако в первый день открытия после карантина в детсад пришли всего 58 малышей. У меня 38 детей, но сегодня пришло всего лишь 10 человек. Начало недели. Лето, море, кто-то у родных, кто-то, может, пока еще побаивается приводить детей. Но я думаю, что к пятнице наше количество заметно возрастет. Дети рады, утром не капризничали, только один малыш мой очень был расстроен, а все остальные пришли довольно счастливые. Дома не сидеть, с детьми веселее. Так что мы рады друг друга видеть. Следует отметить, что в целях профилактики здесь проводят соответствующие мероприятия санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического характера. Каждые 10 минут мы должны проветривать групповые комнаты. Вот если в зале идет занятие, то по физкультуре, то музыкальное занятие, да, мы стараемся после того, как одна группа уйдет, спускается нянечка этой группы, все вытирает влажной тряпкой, влажную уборку делает. 10 минут мы проветриваем, потом заводим следующую группу. В детском саду детей кормят 3 раза в день, поэтому все необходимые продукты питания были завезены заблаговременно. Нам в субботу и воскресенье завезли продукты. Теперь сегодня мы кормим как раз теми продуктами, которые завезли. Жаловаться не могу, потому что еще сегодня и завтра еще будут довозить. Но мы сейчас приблизительно на неделю вот посмотрим, как будет. А дальше еще будем давать заявку на продукты, на дезинфицирующие средства. В другом столичном детском саду «Фиалка» сегодня дошкольное учреждение посетило всего 67 человек. Сразу же с приходом детей большой двор сада наполнился детским смехом и веселым шумом. Вместе с воспитателями дети делали зарядку, играли, рисовали. Скачут зайки на лужайке, щиплют травку, прыгают. Волк идет, разбивайте зайца-то куда? Малыши признали, что с нетерпением ждали встречи с друзьями. Я рад, что увидел своих друзей и рад, что я в садик пришел. Мы здесь танцуем, играем, лепим и рисуем. Я скучала по своему другу Баграту, и я рада, что я его увидела. Я скучал по садику, я рад, что своих друзей увидел. И дружу с ними и играю. Еще во время карантина руководство и воспитатели детского сада «Фиалка» проводили соответствующие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Конечно же, и сейчас эти работы продолжаются.
Детский сад «Фиалка», можно сказать, что на 100% был сегодня к открытию, к такому большому празднику, спустя 4 месяца был готов. Все нормы, которые были предписаны детским садам, все были предусмотрены. С помощью управления образования у нас не было никаких заминок, что касается дезинфицирующих средств и питания детей. В Сухуми 13 детских садов подведомственных управлению образования столицы. С 6 июля все они возобновили свою работу. Алика Трап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. К другим темам. В кабинете министров республики прошла встреча премьер-министра Абхазии Александра Анклаб с представителями районных ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, руководством Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В совещании также приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Тамаз Сахнакия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, исполняющий обязанности руководителя аппарата Кабинета министров Давид Сангулья. Встреча была посвящена вопросам функционирования Фонда инвалидов, ассоциаций на местах, их взаимодействия. Участники обсудили пути повышения эффективности деятельности фонда. Собравшиеся отметили важность учреждения Совета при фонде для обеспечения прозрачности принятия решений и качественного распределения ресурсов и средств фонда. В ходе встречи был поднят вопрос об организации процедуры перерегистрации инвалидов войны. Присутствующие предложили продумать реформу медико-социальной экспертизы, образование нового состава этой комиссии и проведение в дальнейшем аудита назначения инвалидности участникам войны. В завершение встречи представители районных ассоциаций высказали мнение о способах улучшения оказания адресной медицинской помощи, соблюдения социальных обязательств перед инвалидами, предоставления льгот в разных отраслях. Ряд предложений о реорганизации порядка оказания помощи в виде льготного предоставления лекарственных препаратов, помощи в реабилитации инвалидов будет доработан и направлен всем участникам совещания для внесения поправок. По итогам обсуждения всех предложений аппаратом Кабинета министров совместно с заинтересованными органами будет разработан нормативно-правовой акт, который утвердит правительство. В воскресенье 12 июля состоятся дополнительные выборы в Народное собрание парламент Республики Абхазия на освободившиеся депутатские мандаты. Напомню, что выборы пройдут по Кынскому избирательному округу номер 31, Гудаутскому избирательному округу номер 18, Бзыбскому избирательному округу номер 10, Атхарскому избирательному округу номер 14. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет. Приходите на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата. На этом наш эфир подошел к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.